После перерезания красной ленты гостей к новому роднику приглашает горянка. Набирая в кувшине воды, она возрождает самый древний национальный ингушский обычай. Этот подарок к Новому году для малгобекчан, пожалуй, самый долгожданный. Жители города сами выбирали будущее место отдыха. Мы, как Народный фронт, конечно, курировали исполнение этой программы. Мы проводили набирацию, смотрели, как эти работы выполняются, качество этих работ. В целом по республике, я скажу, и в Малгобеке, и на других объектах. Они такие же объекты у нас водятся и в Карабулаке, и в Сунжинском районе, и в городе Назрань. В целом эта работа проведена на довольно высоком уровне. При строительстве родника учли все особенности национального колорита. Отделка здесь из декоративного камня. В старину родники выглядели именно так. У ингушей издавна водить невесту на родник считалось очень важным для создания новой семейной жизни. Невеста вытаскивала иголку из платья, втыкала в яйцо, а яйцо разбивала о камень. Далее в кувшинчике набирала воду и ею угощала всех соседей. Этот день и считался началом новой семейной жизни. Благодаря реализации проекта «Парки малых городов» в самом старом парке Северокавказском федеральном округе появились новые лавочки. Поменяли полностью и освещение. Проасфальтировали дорожки, сделали дополнительные пешеходные проходы. Поставили новые скамейки, мусорные баки, очень красивые, по стилю. Выдержали, покрасили все, что нужно было сделать. В то время, когда это все делалось, мы участвовали в этом парке. И люди уже знают, потому что мы с ними разговаривали на эту тему, что по какому проекту это делается. Естественно, мы прислушались к их мнению. И действительно, на самом деле, иногда такие цельные, толковые советы они давали, и мы старались выполнить их поручения. Еще один объект, который открывается после реконструкции, это городской сквер. Так называемый музей под открытым небом. Для малгобекчан это место очень символичное. Здесь у нас был немножко ремонт памятника провели. Установили, выровняли где-то, просадка была грунта, все это вывели на нормальный уровень. Я думаю, что все горожане будут довольны. Мы провели вот в этом году, мы только закончили, это была большая такая реконструкция нашего сквера. Здесь уже и новое видеонаблюдение, здесь новое освещение, это уже энергосберегающие лампы. 3 января город отпразднует годовщину освобождения Малгобека, поэтому работы на этом здесь не завершаются. В планах масштабные преобразования. Рина Цичоева, Рахман Цуров, Новости 24.